Проблема средневековых алано-тюркских, половецких связей впервые была освещена в трудах Всеволода Миллера и Максима Ковалевского, совершивших в 80-х годах путешествия по Балкарии. Собранные ими в большом количестве топонимические материалы ставят перед исследователями вопрос о роли аланского компонента в формировании балкарского народа. В советское время исследование этой проблемы было продолжено Васо-Абаевым. Еще в 30-х годах специальные экспедиции в Балкарию и Карачай обследовали почти всю западную часть исторической территории Алании, от Терека до Верховья в Кубани, и собрали огромный материал, показывающий наличие близких черт в быту балкарцев и карачаевцев, с одной стороны, и осетин, с другой. В это время Абаевым выявлено 200 осетинских слов, воспринятых предками балкарцев и карачаевцев в средневековый период. Среди этих слов есть и такие, которые в самом осетинском языке уже мало, или вовсе не употребляются. Этот материал, пишет Абаев, вновь подтвердил, что осетинские элементы в балкаро-карачаевском ни в коем случае не могут объясняться распространением из нынешней Осетии. В этом случае количество таких элементов резко убывало бы с востока на запад, и в таком отдаленном от Осетии районе, как баксанские, не могло быть столько одинаковых с осетинским языком слов. В действительности баксанский насыщен осетизмами не меньше других говоров, и что особенно показательно, в нем встречаются такие осетинские элементы, которых нет в более близких к Осетии говорах, чигенском и верхнебалкарском. Вывод ясен: осетинские элементы в балкаро-карачаевском не результат новейшего заимствования из современной Осетии, а наследие старого алано-тюркского смешения, происходившего на территории всех ущелий, от Терека до Верхней Кубани. Основой для данной статьи послужили сведения, собранные автором главным образом в 1966 году во время экспедиции в Балкарию и Карачай, а также некоторые архивные источники, в основном личный полевой дневник Максима Ковалевского. Полевой этнографический материал показал родство балкарцев и карачаевцев с осетинами в хозяйстве, культуре, в обычаях, нравах и так далее. Эту близость во многом можно объяснить как этническим родством, так и общими традициями этих народов, сложившимися в период их пребывания в горах Западной Алании. В 1975 году из Германии к нам приехала супружеская пара, чтобы посмотреть Кавказ. Им хотелось повидать различные красивые места. С этой целью мы поехали в сторону Кабарды к Эльбрусу, Чегемским водопадам и Голубым озерам. В ходе поездки мы хотели завернуть в какое-то ущелье, и спросили местного кабардинца, куда оно ведет. Он ответил, что ущелье ведет в Балкарию, а так как это горы, то на машине далеко не уедешь. Но там очень красивая природа, есть на что посмотреть. Мои спутники попросили меня проехать вглубь ущелья до тех пор, пока будет возможно проехать на машине. Мы поехали и высоко в горах добрались до селения размерами больше среднего. Дальше него дороги не было. Как мне не обидно, но я забыл название этого села. На нас собрались посмотреть все жители села, поприветствовали и спросили, кто мы. Мои друзья, немцы, мои гости. Хотят посмотреть природу Кавказа, ответил им я. Тогда они куда-то отправили парня, а нас попросили подождать. Через некоторое время парень вернулся с белобородым, высоким стариком. Старик подошел прямо ко мне и сказал на чистом дегорском языке: «Ты явно от нашего народа, это по тебе видно». Он нам обрадовался, стал приглашать в гости, мол, нельзя гостей держать на улице. Мы сначала отказывались, но все-таки пришли к нему в дом. Наш транспорт загнали под дерево, нас также усадили. Старик спросил меня, где именно в Дегории я живу. Я ответил, что живу во Владикавказе. Он сказал: «Хорошо, что в городе живешь, но где жили твои предки?» Я ответил, что в Стур-Дегоре. Старик усмехнулся и сказал: «Вот это уже слова мужчины». Затем старик рассказал такую историю. Балкарцы и дегорцы являются одним народом. И слыша это от предков, мы прожили до наших дней. В Балкарии на землях кабардинцев раньше жили дегорцы, таковых называли аланами. Но наступило такое время, что нас вытеснили с наших мест. И в основном это были наши соседи, рукой он указал в сторону Кабарды. Так как пришлых было больше,
то мы смешались и потихоньку наш язык потерялся, поменялся. Наш род – долгожители. Мой дед жил 93 года, мой отец – 88 лет, а мне сейчас 82 года. Тебе, наверное, кажется удивительным, что я разговариваю на дегорском. А я тебе скажу, что большая часть нашего села есть дегорцы. Но я единственный, кто знает дегорский язык. Мой дед, которого я застал при жизни, был жестким мужчиной и не разрешал в доме говорить, кроме как на дегорском. А я оказался мягче, и что своих детей, что внуков не смог заставить говорить по-дегорски. Вот так теряются языки, а с ними и народы. Я и мой отец переходили в Стур-Дегору, а именно в селение Кусу. Рукой он указал на горы. Вот там есть перевал, через который можно попасть в Дегорию. Чтобы сделать переход, нужно не больше половины дня. К тому же многие из моего села, а также из других сел переселились туда. Честно сказать, некоторые вернулись обратно. Мальчик, так он ко мне обращался, ты меня понял теперь, что мы один народ. Пальцем одной руки никак не разделиться. Горы Хуанхта он называл Ханхта, от слова ханха, линия. Я спросил его, почему он так их называет, на что он ответил, на поверхности земли они как линии, поэтому я так их называю. А как же еще? Также я услышал еще такое слово. Мальчик, посмотри, ты запачкал свои белые матерчатые салбар, штаны, шаровары и цубур-курат, короткую куртку. Я испачкался, когда менял колесо на машине. Я сказал, что халав, макурткан, штанам и куртке, ничего страшного. А он мне говорит, что по-дегорски они называются курат и салбар. Курат бывает длинный и короткий, а салбар бывает матерчатый и из шкуры. И уже в Дегории женский длинный курат называют полцы, платье. Как время идет, так и язык меняется потихоньку. Пока мы разговаривали, приготовили косарт, зарезали барана. Я сказал, что не нужно было. Старик ответил, не будем ломать обычаи наших предков, а также мне не хочется, чтобы говорили, мол, наш старший оставил гостей без косарта. Нет ничего позорнее этого. Затем нас с почестями проводили. По дороге немцы спросили меня, у вас уже коммунизм, или у вас в этом селении родственники есть? Я им ответил, что видел тех балкарцев первый раз, и в этом селе также был впервые, и добавил, но гостеприимство горцев и аланского народа таково. Они посмеялись и сказали, надо переезжать жить сюда. Но их, конечно, удивило все происходящее, а именно как нас приняли. А я оказался бестолковым, что не поспрашивал старика про остальное, и не смог хорошо запомнить название того села, а также фамилию этого старика. Запомнил, что звали его Саруас, Сарвас. Такое имя также слышал впервые, наверное, потому и запомнил. Габеева Ореган, рассказ о встрече со стариком в Балкарии. Перевод с дегорского. Журнал «Эраф», 2002 год. Подводя итог, отметим, что пришлые тюркоязычные племена, поселившиеся в горах рядом с давно обитавшими там аланами, постепенно сближались с ними, передали им свой язык и некоторые обычаи, восприняв, в свою очередь, многие элементы аланской культуры. Из синтеза этих различных по языку и культуре народов сформировались новые этнические общности – балкарцы, а затем и карачаевцы. Приведенный в статье материал свидетельствует о большой общности в культуре осетин, балкарцев и карачаевцев, что, несомненно, объясняется активным участием алан в этногенезе этих народов. Это подтверждает выводы ряда дореволюционных и советских ученых. Всем спасибо за просмотр, а с вами был я, Алан Айларти. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видео.